от языка. На прошлых наших занятиях по коми-языку мы с вами познакомились с основными частями речи. Это эмокив существительное, кадакив глагол, кывберг прилагательное, кывбер это послелог и так далее. Но чтобы составить предложение, нам нужно познакомиться не только с основными частями речи, но у нас еще есть дополнительные служебные части речи, как в русском языке, так и в коми. Что же такое служебная часть речи? Вот, к примеру, частица, кывтор, маленькое слово. Частица – это служебная часть речи, которая вносит в предложение дополнительные смысловые оттенки. Например, усиляет или уточняет, может указывает или отрицает. И сегодня мы с вами познакомимся с самыми часто употребляемыми частицами, которые можно услышать в коми-языке на русский. Они очень похожи со своими парами в русском языке. Например, самая известная это нин, уже. О, ула, успеем быть нин. На улице уже темно. Частица же обозначает же. Меже, а с кем у нас школа? Я же завтра иду в школу. В устной речи в русском языке, если у нас собеседник что-то спросит, и мы хотим ответить «да», мы иногда говорим «ну да». А в коми-языке, если у нас что-то просят, мы ответим «но, сичтай». Если в русском языке «ну», в коми будет «но, сич», то есть мы соглашаемся. А в русском языке «ну да, мы соглашаемся». Частица «тай» обозначает «оказывается». «Сия тай мунема», а «тая тай луктама», а «сия тай вересая петама». Оказывается, он приехал, оказывается, тот приехал. Есть указательная частица «со». Сотай, идра встався. Со обозначает вот. Вот, убирай это все. Сравнительная частица это меча. Меча муса, самый любимый. Меча, самая красивая. Меча югод, самый светлый. Есть такая вопросительная частица Мунан ты идешь? Локтан ты придешь? Ты шояна, ты есть будешь? Если в предложении присутствует частица значит это предложение вопросительное. Частица «кать» на русском будет звучать «хоть». «Сэчан пемэт», «качин такыска». На улице так темно, хоть глаза выколи. Да, мы беседуем и доносим какую-то информацию до своего собеседника. Мы рассказываем. «Сия п величе», «сия п уджала». «П» обозначает «мол». Он, мол, учится, он, мол, работает. «Сия п вишталис», он, мол, сказал. Частица даже или вещик, можно сказать. Частица «только» обозначает «самын» или «куш». Только он так может. Самын сия сичкужа и верма. В русском языке также присутствует частица «еще». В коми-языке эту частицу можно сказать также «еше» или «на» или «нашта». Ну на, я еще иду. Шоя, еше шоя, еще поем. Нашта ковмас, еще понадобится. Друзья, если вы запомнили на коми-языке основные части речи, это хорошо. А если вы запомните еще и служебные части речи и будете их добавлять в своем письме, в своей устной речи, то это будет просто супер. Вы будете лучше понимать своего собеседника, и он будет понимать, что вы хотите до него донести, и он будет лучше понимать вашу мысль. Тавлен ставыс и быд бурсат янды.